Кирилловна Окуневская, советская российская актриса, заслуженная артистка РСФСР, родилась 3 марта 1914 года. Фильмы с ее участием увлеченно смотрели зрители, чья молодость выпала на 40-е и 50-е годы прошлого века. Однако, несмотря на известность, советская артистка была осуждена особым совещанием при МГБ СССР 10 декабря 1949 года по статье Уголовного кодекса 58 пункт 10 за антисоветскую агитацию и пропаганду на срок 10 лет. 13 месяцев актрису Окуневскую промучили в московских тюрьмах МГБ. Арестовали ее 13 декабря 1948 года. Затем направили в степлаг МВД. В Караганду она прибыла 17 января 1950 года из Бутырской тюрьмы. В тот же день она попала в 3-е лагерное отделение степлага, которое находилось на территории нынешнего Жезказгана. Сама Окуневская в своей книге мемуаров «Татьянин день» свидетельствовала: «Это спецлаг. Ходить можно только с номерами на шапке, на спине и на колене. У меня уже такой номер есть – СШ-768. С – это спецлаг, а вторая буква – исчисление нас в тысячах. Кончается 1000 и появляется новая буква алфавита». В степлаге Татьяна Кирилловна работала на кирпичном заводе, на строительстве железнодорожного вокзала. Далее работала в инструменталке. Она выдавала инструменты бригадам, работающим на строительстве Кенгирского водохранилища. И ей, считала сама Татьяна Кирилловна, крепко повезло, ибо в инструменталке было одно спасающее обстоятельство – это прохладная землянка, где она пряталась от изнуряющей жары, суховеев и песчаных бурь. Окуневская находилась в степлаге около 2 лет, и в этом лагере она оставила самые лучшие воспоминания о себе. С ее именем бывшие заключенные связывают проведение в зоне праздников 1 мая, Дня Победы. В культурно-воспитательной части она создала хор, балетную группу, драматический кружок. И во время концертов, которые она готовила и вела, зрители ликовали. В учетной карточке Окуневской указывается, что 21 августа 1951 года она убыла из Жезказгана в Москву в тюрьму МГБ СССР. После Карлага, московских тюрьм будут еще лагеря на севере, в Латвии. В 1954 году актриса Окуневская была выпущена на свободу, и она вернулась в труппу театра имени Ленинского комсомола, где проработала до 1959 года. С 1959 по 1979 год она проработала артисткой Госконцерта и Москонцерта. 15 мая 2002 года артистки не стало.